В эфире интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами Рамзан Абуев. Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня у нас гости из столичных детских садов, заместители заведующих дошкольных образовательных учреждений Азман Лабазанова и Умисат Даутова. Маршо Эльши. Несколько минут уделим знакомству. Умисат, что, по вашему мнению, является самым важным в воспитании детей в дошкольном возрасте? Заново. Там самое главное в воспитании детей является духовно-нравственное воспитание, патриотическое воспитание, здоровье-сберегательное. Хорошо, Умисат. Азман, в чем заключается ваша работа как методиста? Можете нам рассказать немного? Конечно, работа методиста очень огромная, очень большая, объемная. Она в первую очередь заключается в том, чтобы оказать методическую помощь воспитателям и новым воспитателям, и старым работникам, потому что с каждым днем все больше и больше нововведений. Тем более у нас сейчас программа поменялась, федеральная образовательная программа. И вот в связи с этим помочь воспитателю самообразовываться, повышать квалификацию свою и обязательно также помогать в воспитании детей, в проведении занятий обязательно, посещать эти занятия, проводить консультации, беседы, круглые столы, мастер-классы. Но еще Анализировать все это все нужно, вот это объемная большая работа, не сейчас и не здесь, а вот все время находиться 24/7 на связи с воспитателями. Важный большой объем работы Да. на самом деле. Если вы готовы, давайте мы начнем нашу игру. У нас 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальный для вас 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что выберете? Что мы выбираем? 50 на 50, И наверное. еще одну подсказку. Звонок другу очень не отстелю. Ну, мы можем позвонить, если Да. что. Давайте Да. звонок Давай другу. звонок другу, да. Хорошо. И наш первый вопрос звучит так. Что ознаменовывает появление всадника с белым платком на свадебной церемонии? Отмена свадьбы, скорое прибытие невесты, отказ жениха жениться, счастье невесты. Конечно, ответ очень интересный. Да. Да. Но это, скорее всего, не отмена свадьбы, да, если всадник И появился. не отказ жениха от невесты. Думаешь, а вдруг отказался? Вот. Но счастье Счастье невесты, невесты, да. я не думаю, что с появлением всадника прям сразу. С белым платком. Да. Не она же его направила, Да. чтобы огласить счастье свое. Но я думаю, Кис, что это, скорее всего, скорое прибытие невесты. Как ты думаешь? Я тоже так думаю. Ответ Б. Верно? Да. Выбираем, да. Мужчина на коне посыльный, обычно родственник или друг жениха, доставляет белый платок в руки матери жениха раньше кортежа, тем самым сообщая всем о том, что невестка совсем близко. Сейчас также традиция довольно распространена. Абсолютно верный ответ. Второй вопрос. Из какого типа муки традиционно готовят сискал? Пшеничной, кукурузной, овсяной, ржаной? Так, Так, вопрос пшеничный, интересный, кстати. да. Кис, ты Очень когда-нибудь интересно. готовила? Конечно, Да? готовила. Ну, Конечно, Я готовила. преклоняюсь. Да. я Но не это было готовила. давно, и это неправда. Так, ну, я его ела, и вот по составу я так могу предположить, что это в любом случае не ржаное. Не ржаной. Нет, и не пшеничное, Не овсянка. и не овсянка. Не овсянка. Ну, это тогда Значит, остается Вариант Б. Сискал – традиционное национальное блюдо, в состав которого входят кукурузная мука, соль, иногда бараний курдюк. В былые времена он готовился вместо хлеба. Абсолютно верный ответ. и самый второй вопрос. Третий вопрос. Какова форма исторического романа Абузара Эйдамирова? Дилогия, трилогия, тетралогия, пенталогия? Но мы с тобой знакомы, да? Да, знакомы. Да, С поэтому... произведениями Да, Абузара. это не диалогия, не пенталогия. Не Его основные тетралогия. романы вообще и известный мировой роман, он как раз-таки вот на трилогии был написан. Да. Мгм. Ответ Б, как я понимаю. Ну, я выбираю, по крайней мере. Да. Это
Историческая трилогия о кавказских войнах XIX века. Абсолютно верный ответ. «Долгие ночи», «Молния в горах» и «Буря». Само слово «трилогия» говорит о совокупности 3 произведений, то есть 3 томов. 4 вопрос. Как изначально называлась площадь Минутка? Октябрьская, Войнахская, Кавказская, Советская? Но не советская. Так как я по образованию историк, и когда-то вот именно интересовалась и читала, вот на моей памяти КИС это Октябрьская была. Да. Я думал, вы скажете, я жила поблизости. Нет, я не Нет. жила. Октябрьская, Это да? Октябрьская. Да, это Октябрьская. В советское время площадь Минутка носила название Октябрьская. Абсолютно верный ответ. В 1991 году произошло переименование ее в честь Никиты Хрущева. Могу предположить, в знак благодарности Генсеку за возвращение ссылки. И в 1995 площадь официально получила название Минутка. И вот одна из легенд рассказывает о том, что это название закрепилось за ней еще с советских времен. В то время по городской территории была проложена узкая лейка, по которой регулярно ходил поезд. И на том месте, где сейчас располагается площадь Минутка, была организована остановка, на которой состав останавливался только на 1 минуту. Отсюда и пошло название Минутка. Уже середина программы. 5 вопрос. Какая птица помогла герою нарского эпоса чеченцев Сеске Солси облегчить его предсмертные муки, принося воду? Аист, беркут, воробей, голубь. Киса, принося воду. Принося воду. Это Воробей? Нет? нет. Нет. И не аист. И не аист. Аист воду не принесет. Да, не принесет. Так. Так, Беркут или остаются голубь? 2 варианта остаются. Или беркут, или голубь. Ну-ка. Ну, по моим предположениям, может быть, я и ошибаюсь, мне кажется, это все равно голубь, Голубь, конечно. да. Да. Но я могу и ошибаться. Может, мы с тобой 50 на 50 выберем? А вдруг там Мне останется почему-то Б и Д? Ну, Голубь. И вам ничем, получается, не поможет подсказка. да. Давай выберем голубь. Достаточно. Варианты. Думаешь, голубь? Давай порассуждаем, Давай. Беркут. чтобы спасти, да? Ну, Нужно было облегчить и приносить. В клюве, получается, в клюве, конечно. как воду? я. Да, воду. Наверное, голубь. Голубь. Да. Я так думаю, Я так не тоже знаю. думаю. Давайте Голубь. Д. Сеско Солс, это герой нардского эпоса у чеченцев, являлся предводителем племени нарт-растройцев. Согласно одному сказанию, Сеско Солса и все нарт-растройцы выпили по чашке расплавленной меди и погибли только Сеско Солса, выпивший 3 чашки, долго не мог умереть. Его раскалившееся тело причиняло ему нестерпимые муки. Из всех зверей и птиц лишь лесной голубь шарился над ним и облегчил его предсмертные страдания, принеся в клюве каплю воды. Абсолютно верный ответ. Мы рады. И вот в благодарность Сеско Солса, обвязавший голубя золотой нитью, отсюда перья голубиной шеи золотистый и назвал его своим именем. 6 вопрос. К какому семейству принадлежит эзинамская форель, которая обитает исключительно в Кизиноя? Осетровых, лососевых, окуневых, тресковых. Так, Так, если он обитается в Кизимане, так, значит, не осетровых, не окуневых. а что-нибудь ты знаешь? Остается ответ Б. Почему Б? Почему ты считаешь, что это Б? Ну, я думаю, это лососевых Но это форель, форель. одна из самых больших, правильно? Да, Она самый- обитает на высотах более Да. 1800 метров, правильно? И самая яркая Окрас. окраска у него. И, киса, я тебе предоставляю право ответа. Лососевых. Вы согласны, Осман? Я,
Я Я... не знаю его. А? Вся ответственность на Да, лиса. да, я... Так, ответ Б. Вьетнамская форель обитает в озере Кизиной Ам, которое расположено на высоте 1850 метров над уровнем моря. Его семейство лососев. Абсолютно верный ответ. Да. Киса. Вот. Ну, что-то Вид да. кумжа, род лососей, семейство лососевых, отряд лососеобразные, класс лучеперной рыбы, тип хордовый, царство животное и домен эукариоты. Вид кумжа, да. 7 вопрос. Какой подарок Николай II сделал известному оружейнику Чили Муртазалиеву? Позолоченный чайный сервиз, право ношения огнестрельного оружия, золотой медальон с цепью, золотые швейцарские часы. Так, это интересный вопрос. Очень. Это Это где надо будет воспользоваться, да, подсказкой? нет. Тут уже, наверное, надо будет мы- воспользоваться. Давай да? подумаем, давай. Давай подумаем вначале. Давай порассуждаем. Позолоченный чайный сервис. Но если это известный оружейник, а зачем ему чайный Чайный сервис? сервис, да. Ну, а может, И он золотой гостеприимство медальон было у тоже. него такое, прям любил гостей. Может, он поил чаем. Да? А швейцарские часы? Зачем им? А почему бы нет? Или золотой медальон с цепью. Нет, Но я не я, думаю так. я вот порассуждав, как бы к варианту Б преклоняюсь. Может быть, я не права. Может, мы выберем лучше 50 на 50? Я скажу, что, вот, наверное, я надеюсь, я вас не запутаю еще больше, что на самом деле вот Чили Муртазалиеву дарили вот все эти подарки. Только единственный вопрос в том, какой из них Николай. именно Николай II. Вариант Б. Право ношения огнестрельного оружия. Скорее всего, Или- наверное, да. Подсказка. Или почему золотой медальон, может быть, от него с цепью, нет? Я так Может, не 50 на думаю, нет. 50, и вы облегчите, скажем так, Конечно. поиск Давайте ответа? 50 Давайте. на 50. Мы Смотрите, сузим. два неверных варианта ответов. И у вас остается А и Д. Либо это позолоченный чайный сервиз, либо золотые швейцарские часы. Николай II. Ну, тогда, наверное, золотые швейцарские часы, я думаю. Наверное, или думаете? А ты как думаешь, Кис? Может, чайный сервис? У нас мнения разделились почему-то вот на этом Так, вопросе. чем бы сейчас вам помочь? Ну, давай сейчас швейцарские часы. Давай, Порассуждаем. давай, Николай II да. подарил золотые М, часы. Только не чайный сервис. А почему ты теперь от своего ответа отказываешься? Почему не чайный сервис, например? А ведь мог? Нет, не мог. Значит, это император, он может все, по сути. Конечно, ему можно было все. Ну, Но давайте под его мы уровень что, выберем тогда ответ Д, Золотые, наверное. да. Золотые Швейцарские швейцарские, часы. да, часы. В конце 19-го, начале 20 веков на Кавказе славился оружейник Чилла Муртазалиев из села Толстой-Юрт. Его клинки пользовались бешеной популярностью. И Чили подарил шашку и кинжал начальнику Терской области генерал-лейтенанту Казанову. Затем такой же комплект он изготовил для наместника Кавказа Воронцова-Дашкова и потом для самого императора Николая II. Значит, в награду от начальника области Чилла получил позолоченный чайный сервиз и право ношения огнестрельного оружия. От Воронцова-Дашкова золотой медальон с цепью, от Николая II золотые швейцарские часы. Мы с тобой Да. Абсолютно правильно, верный да. ответ. Вот на этих золотых часах была надпись, цитата, «Известному кавказскому мастеру по изготовлению холодного оружия Чили Муртазалиеву». И 8-й вопрос. Все равно. В каком населенном пункте в начале 18 века построили завод по производству шелка? Новый Атаги, Шелковская, Шали, Нашха. Так. Это очень Мгм, интересный интересный вопрос. вопрос. Так, Киса, ты когда-нибудь встречала? Где-нибудь читала? Читала, Вспомни. читала В каком когда-то. населенном пункте в 17 веке? Ну, я не думаю, что это одноименное название. Шелковская. Да.
Почему нет? Может быть, Почему-то, хотя ты знаешь, мне кажется, как раз-таки, может быть, в равнинных районах больше тутовника произрастало, ведь шелкопряд должен был, да? Да. Они ж как раз ну, тем более, да, сейчас вот эти есть. районы именно, вот, Да, скажем да, так, да. такие развитые в сельском хозяйстве. Да, Наурский, Шелковской, эти Шелковской, районы, да. правильно? Но это как вариант, Да. как вариант. Теперь давай новые, Шали и, новые атаги. ну, думаю, Нет. в Атагах, если где-то вот даже были бы какие-то сады или какие-то, не знаю, произрастали большая часть тутовника, может быть. Ну вот почему-то сейчас мысль меня навела на то, что это Да, Шелковской Шелковская, район. Шелковская. Вот. Но это может быть и не Шелковская киса. Может быть, это специально я Да. придумал, чтобы Да, ввести да. заблуждение. Конечно. Вполне может быть. Тем более, это 8-й вопрос. Мы все ближе к финалу. Это нет. Ну а тогда, Шелковская. Ну, получается, ну Б. почему-то да, вот, ну на варианте. Давайте Б. посмотрим. Давайте. Благодаря содействию Петра Великого в развитии шелковичного дела был открыт завод по производству шелка в 1718 году, ныне уже в городе Шелковская. Абсолютно верный ответ. То есть это мануфактура, на которой полностью осуществлялся процесс производства шелка. 9-й вопрос. Как называлась операция немецкого командования по захвату Кавказа? Эдельвейс, весеннее пробуждение, солнцестояние, ось. Азван, мне кажется, вопрос к вам уже, да? О, это было так давно. Я уже более 15 лет этим, к сожалению, своим любимым делом не занимаюсь. Но мы сейчас порассуждаем в любом случае. Конечно, Эдельвейс у меня на слуху. У меня тоже вот. Или, может быть, потому что Кавказ, горы, а Эдельвейс растет в Эдельвейс, горах. да. Цветок. Логично. Ведь Да, правильно? конечно. Его было очень тяжело Но достать. достать, да. Но я склоняюсь к варианту А, конечно. Я могу ошибаться. Амисад, вы что Да, думаете? Тоже А. Эдельвейс, да. Операция «Эдельвейс» — кодовое название операции немецкого командования по захвату Кавказа. Абсолютно верный ответ, в частности, нефтедобывающего района Грозного и Баку в ходе Отечественной войны. План был утвержден Гитлером 23 июля 1942 года, она длилась 4 недели до 21 августа 1942 года. И 10-й вопрос. Но я скажу, что на самом деле все эти 4 названия, которые были в ответах, они Были, были, да. именно операции, назывались разные операции немецких войск. И 10-й вопрос, как вы думаете, про что он будет? Про что он может быть? Наверное, про нашу работу. 10-й вопрос звучит так. Когда в Грозном открыли первую междугороднюю телефонную станцию? В 1679, 1891, 1928, 1957 году. Так. 57. Ну, вариант А сразу отпадает, И Д. потому что Грозный вообще основан в 1818 только году. Откуда уж? 1891 год. 57 тоже отпадает, мне кажется. Уже, наверное, была, да, налажена телефонная какая-то связь, да? Кажется, Репрессированные. Уже нас не было Да. здесь. Да, мы возвращались в 57 году. Так. Сперва вообще там была именно городская, я скажу, а потом уже междугородняя. Заметьте, что там был достаточно такой промежуток именно в этих двух этапах. Киса, вспоминай. Когда это было? Вспоминаю. Когда это было? У Да. нас не было тогда. Так, звонок другу, у нас еще есть подсказка. Кто может нам подсказать? Давай 50 на 50 возьмем. Так мы уже брали? А, нету, да, у нас? Нет, Нет, уже конечно. воспользовались. Ну, давай. телефон. Кому? Ой, Кому мы можем позвонить? Кто у нас? Есть у тебя друг, оператор связи где-нибудь? Ну, я больше, Нет. если честно, сейчас склоняюсь к варианту С почему-то. Но, хотя я могу... Ну, давай порассуждаем в любом Ну, случае. в 1957 году мы уже возвращались оттуда, с Казахстана, да?
Так, Нас не было. но нас не было, но связь-то могли они здесь, междугороднюю, Могли. правильно? Так, Международный был. ну, наверное, это может быть и вариант Т, кстати. Идея, да. Вариант. Вот как-то. Как-то Вот как-то. непонятно, да? вариант Как-то С. Как-то мы непонятно. сейчас еще не можем понять, что мы хотим. Как ты думаешь, Кис? Вариант С, думаю. Давай С, Кис, раз ты выбрала С. С, давайте выберем вариант С. Это окончательный Становится. ответ? Обидно будет, если на 10-м вопросе мы с тобой. Ну, давайте Давайте. посмотрим. 1 сентября 1928 года состоялась в Грозном первая междугородняя телефонная станция. Абсолютно верный ответ. Индустриальное строительство и нефтепереработка, которая развернулась на Северном Кавказе с начала 20-х годов, требовали более четкого и оперативного управления междугородними сообщениями. И вследствие чего открыли первую междугороднюю телефонную станцию. Аппаратура была громоздкой, неудобной, слышимость была очень плохой, поскольку никакой усилительной аппаратуры не существовало. Осман, Умисат, я поздравляю вас, вы абсолютные победители. Небольшие подарки от нашей телерадиокомпании. Берися. Дал Сарье. Да, Сага. Так, игра очень была интересная, Познавательно. познавательная, волнительная. Очень волнительно. Да, интересно рассуждать, интересно приходить к общему какому-то мнению, когда ты не один, тем более. Вам И у нас- большое спасибо. Я думаю, многие сюда просто захотят сюда попасть. Дейрису. Дерисхам. Азман, Умисат, вам спасибо, что приняли приглашение, пришли. Горд, что вы победили. Спасибо вам за интересную такую игру. Дейлрейс Хелшин, да, Латя Абертюэ. Дерисхам. Это была интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами был Рамзан Абуев, Адикейл Маршвайл.